Добрый день, меня зовут Галина Ворожбит. Сегодня я хочу поделиться рецептом приготовления домашнего сыровяленого балыка, или, как говорят у Беларуси, паляндвицы. Для приготовления этого блюда нам необходимо мясо. Вот я взяла вырезку свиную. Здесь у меня 2 килограмма. На килограмм мяса надо 3 столовые ложки соли, столовая ложка сахара, специи по вкусу, черный перец, кориандр и где-то 5 зубчиков чеснока. Первым делом надо мясо посыпать сахаром. Вот так его хорошо посыпать сахаром. Оно как будет идти как консервант. И мне кажется, что оно даст такой приятный, такой розовый цвет мясу. Вот так сахаром со всех сторон. И так подождать минут 10-15, чтобы сахар впитался, растворился. Ну вот и прошло 15 минут. Наше мясо просахарилось. Сейчас будем его обсыпать солью. Вот так я хорошо обсыпаем. Вот так, чтобы оно как будто так упитала соль. Сейчас берем перец черный молотый. Я не ложу много специй, потому что у нас сильно не очень любят разные специи. А так уже традиционные. Перчик черный молотый, кориандр. Я так по очереди. И кориандр. И прибавляю. Все, и чесночок. Через ножницу я продавила. И вот так чесночок наносим. Вдавливаю чеснок. Так. И остачу сольки. Вот так и соль. Вот так я положила балык для маринования на 3 дня в холодильник. Но буду утром и вечером его менять местами. Закрываю фольгою. И можно, если холодно, на улицу, на балкон. А если тепло, так в холодильник. Вот прошло 3 дня. И наш балык уже имеет такой вид. Я его на день 2 раза перевертала с одной стороны на другую. Вот сейчас достаем. Видите, сколько сока выпустило мясо. Вот, и он получился вот такой. Видите, цвет поменял. Такой стал плотный, упругий. И сейчас мы его завернем в ткань. Я беру вот такую ткань. Лучше всего брать коленкор. Марля хуже, она такой дает запах аптечный. И вот так, не досаливаю ничего, ложу сюда. И сейчас мы его так завернем со всех сторон. Получилась вот такая на вид наша паляндвица. Вот. И ее сейчас надо шпагатом замотать. И будет сохнуть у нас дней 5. У нас на кухне тепло. И будет где-то 5 дней она сохнуть, вялиться. Вот так я ее тугонько замотала. Вот, и она такой вот получилась. Вот.
И сейчас я немножечко здесь сверху такой сделаю узелок, чтобы ее привязать. И будет вялиться, сушиться. Вот так подвязываем. Ближе к батарее. Вот. Мы ее подвязали. И вот она будет вот так сохнуть дней 5. Определим по корочке. Корочка такая должна быть уже плотная. Значит, наша полиндвичка или сыровяленый свиной балык готов. Вот уже прошло у нас 5 дней. Вот наш балык получился вот такой. И будем сейчас развязывать и смотреть. И пробовать. И сейчас будем нарезать и пробовать. Ну, вот такой получился балык. Или белорусская паляндвица. По рецепту моей мамы. Вот так я нарезала и пробуем. Мясо нежное, специи слышно, не пересоленное. Всего 5 дней. И вот такое подсушилось, такое вкусное-вкусное. Получилась белорусская полиндвица. Всем рекомендую мой рецепт. Попробуйте и приятного аппетита. С вами была Галина Ворожбит.